Ну что, ребята, ужин готов. Быстренько, скромненько, но со вкусом. Нормалды. О, вообще тихо стало. Класс. Остатки сладки. Не знаю, какую рыбалку там все вожу. По настроению. Рюмочка, две. Бывает. Бывает неохота. А то тоже бывает. Спрашивают. Традиции, говорит, нарушаешь, Андрюха. Ребят, ну не всегда как бы в целом. И охота бывает одному. Бывает, вот настроение есть. Под ужин можно. Вот. А бывает как бы. Да и так нормально, как бы. Да, холодно, когда ветер там для сна, там что-то еще такое. Как бы вот бухают, там спалили водку. Да вот именно что, ребят, я никогда ее не прячу там, не стараюсь там и брать, там, если мы там, да, показываю, что да, ну это нормально, ребят, это нормально. В целом, мужики приехали на природу, там сидят, ну да, может кто-то и не пьет там, но это нормально, как бы выпить, покушать, закусить, так скажем, да, на природе. Вот там вот начинают как бы бухают, там не бухают, ребят, ну бухают, ну кто бухает? Ну когда-то видели, что тут в дровах кто-то валялся, что ли? Выпили культурно, закусили. Хочешь пей, хочешь иди спать, ешь. Андрюха говорит, почему рыбу чистит? Вот мы приезжаем на природу, ну здесь нет, ты не обязан тут ничего, ни я не обязан там, если ты ко мне в гости приехал, да, там, да, я как гость там, да, я сделаю все красиво, но здесь в лесу нет такого, что кто-то вот обязан делать это, а ты не обязан. Здесь как бы одно целое. Если я готовлю, и как бы, ну, мне, во-первых, нравится, ребята, готовить. Во-вторых, ну, есть у кого немножко не получается. Ну, есть такие, как бы, ну, вот они не притянуты к этому, как бы, ну, и не надо. Мне здесь не обломно на толпу приготовить что-нибудь с органи для пацанов покушать. Как бы нормально. Я еще успеваю порыбачить, я еще успеваю подснять это все дело. Так что здесь нет какого-то такого ты должен или ты обязан. Приехали, все, пожалуйста, предложил, напилишь дров там или наколешь, да, не вопрос. Как бы все. Я пойду тогда картошку почищу, а я пойду тогда там что-то, ну, я не знаю, там, спать лягу. Все, дела порешали, и все, и как бы и нормально. Просто люди придираются и именно видят то, что они видят. Ну, много же тоже, ребят, происходит за кадром, понимаете. Грубо говоря, рыбалка с ночевкой вливается в час, да, ну, в час. А я на природе пробыл больше суток, допустим. Но я же не снимаю каждый момент там и что-то еще. Ну, вот опять начинаю вот как-то, я не знаю, правильно многие пишут, ты что ты оправдываешься, делай как делаешь. Ну вот, в общем, я как делаю, так и делаю. Ребятки, как делаю, так и делаю. Здесь конкретно я не еду тут за каким-то супер блокбастером, каким-то фильмом там, да, как по накатанной. Нет никаких сценариев, здесь нет никаких актеров, здесь все настоящие люди. Кто ко мне приезжает, кому я езжу, это настоящие те же рыбаки, которые могут и напиться, и матюгнуться, и искупаться, и обосраться, блядь, так, ну, образно уже. Здесь живой фактор. Здесь нет каких-то сценариев, персонажей, и актеров и так далее. Так что, ребят, воспринимаем, как оно есть. И все будет у нас хорошо. А я, ребят, пробую. Вот пока вот объяснял, уже картошка остывает. Давайте. За Налима Никодима, за май месяц. Ворвались так резко. Вот.
Продолжаем искать. Вода падает. Кстати, на глазах очень хорошо, смотрю, падает. Сейчас даже вот по закидушкам обращаем внимание, что вот она сантиметра 5, наверное, вот по траве так сползла. Это хорошо, должна рыбка тронуться, должна. Где-то мы найдем все равно, где-то поклюем. Не знаю, может весенний сезон по наливу, ребят, будет вот такой. И все, и мы перейдем быстро в белую рыбу, начнем потихоньку там с язиков, с подлещиков и уже фидер. Здрасте, я ваша тетя. Хрен его знает. Понятно, что сейчас кто тут на реке сидит с донками, да никого нету. Если кто-то рыбачит, то как минимум это сетки и все. Ну, для ухи, там, для жарехи поймать. Охота еще открыта, стреляю. Еще будут стрелять еще вальшем продлевать там до 15 или до 20. Так что канонада еще будет продолжаться и продолжаться. Ладно, ребят, быстро кушаю и перезакидываемся. Время-то уже пора. Солнышко уже вот как раз, ну да, 7 часов. 7 часов, ребят, надо начинать. Я даже без хлеба сегодня, ребят. Быстро. Все, соль не надо, да. Все четко. Какая вкуснятина, ё-моё. А сейчас хитрый соус еще, ребят. Здесь, понимаете, можно было водичку сделать, как бы, типа как а-ля суп. Вот здесь получается сок морковки, сок лука, ну и, понятно, тушенка растопилась. Вот. И вот в этом бульоне, как бы, да, картошка просто уже вареная была. Я ее крупно так и закинул. Понятно, что если надо было делать поменьше. Ребята. Не знаю, дома, возможно, там многие бы это и не ели. Но на природе, ребята, это шикарно. В одной сковородочке. Люблю я готовить, кстати, в одной сковородке. Все. Буду есть. Многие тоже обижаются, что с набитым ртом кушаешь, разговариваешь. Некультурно. Некультурно. О. Давай, ребятки. Короче, от деревни вниз по течению 20 километров. С левой стороны, увидите, на обрывах сижу. Везите водочки-то, ребят. Пообщаемся. Так, ладно. Между первой и второй промежуток небольшой. Давайте тогда 3 тоста сделаем, а то как-то не по-настоящему, не по-нашему. Что, мы лохи, что ли, да? Так, ребята, давайте вторую бахнем. С наступающим праздником. 9 мая. Он будет через 2 дня. Вот. В общем, с праздником. Вещь. Как же, говорит, зараза, он вкусно водку пьет. Ребят, извините, но очень вкусно. Просто обалденно.
реки смотрю уже. К выходным опять до -3 даже. Дождь что-то там. Погода опять, короче. О, все дребезжит мелочь. Блин, ребятки. Место лайт. Должно все здесь быть. Я просто по-другому потом не знаю. С корешком там тоже общаюсь. Макс, будешь смотреть, привет тебе большой. Живет, получается, ниже. Ну и как бы данная река впадает в другую реку, и он на этой реке, и получается тоже занимается налимом. Смотрит меня постоянно, давно, вот как-то так и познакомились. Вот, и как-то вот все, отчеты мне тоже там свои, как вот он, как у него там, в общем. Ну, короче, вот налимятников тут по пальцам посчитать, и, в общем, как-то вот так немножко вот общаемся, вот, созваниваемся, списываемся, отчеты там, кто что как. Вот, ну и как бы тоже тишина. Ну, в общем, наверху ребята, чуть ниже ребята. Ну, короче, вот так. Пока рыбалки тут никакого я не видел. Чтоб кто-то тут у нас что-то как-то отловился. Будь здоров. Да, налимчики там у кого-то поклевали. Было дело. Ну, пока вот непонятно. Так. Ну и что, на третью сразу, ребята. Далеко ходить не надо. За друзей выпью эту чарочку. А это потом слезы. За друзей, ребята, за знакомых. В наше время я уже заметил, и как бы был период такой у меня сложный в жизни. Вот. Как бы, знаете, так получилось, что, ну, не буду в подробности, как бы я решил, так скажем, проверить, что ли, вот, кучу 1000 номеров, которые были в моем списке телефона. Это движуха постоянно там, ну, в общем, работал я в одной организации, и меня уволили оттуда. Ну, как бы там, я уже там собирался сам уходить. Вот. Там постоянно ребята, с теми ребятами я постоянно, там с этими, в общем, очень много людей проходило через меня каждый день. Вот, и я увольняюсь, в общем, в деревню. Ну, пока думаю, что надо перекурить, подумать, что дальше делать. Вот, и думаю, сейчас посмотрим, кто вот отзвонится и реально проверит, как бы, где я, что я со мной. Ну, и, в общем, из этого списка людей, да, грубо говоря, позвонили там единицы. Вот. Андрюха куда пропал, там, что там, какие думки, что как. Ну, в общем, вот они проверяются. На самом деле-то их не очень-то и много. Вот. И даже вот взять меня, да, вот, грубо говоря, блогер, да, вот, да, много людей, ребят, очень много знакомых, очень много везде. Но это знакомые, ребят, это тупо знакомые. Вот. А вот друзья, ну, они рядом, но их не так много. Вот. И я сразу скажу, что у меня друзья есть, они рыбалкой еще не занимаются. Ну, пацаны вот такие, я позвоню и подскочат, приедут и помогут и выручат. За друзей, ребята. В наше время не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей очень актуально, нежели когда эту пословицу, поговорку придумали. Я считаю так. Давайте, ребятки, за вас. Берегите себя, близких. Ну и за друзей. Да что ты там дребезжишь? Сейчас я пройду. Проверю. Ты же не налим. Давайте, ребят, разговорился. Там, наверное, опять на пол этого.
братва, это очень вкусно. Не знаю, что так, но заходит просто вообще, ребят. Трындец. Ну, базаранули, я сегодня ничего не ел. Не обедал. Не завтракал. Вот. Добрался. Наверное, просто голодный. Давай, дуплет. Ну, наваливай. Патроны дорогие сейчас, бля. Подумаешь раз 5, чем еще долбить. Я б так жил, ребята. А я так и живу.